В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Вода отступает. Стихия освобождает населенные пункты на севере Якутии. Подтопленными остаются еще 77 дворов. Серьезное ДТП в Ленске. Один ребенок погиб, еще двое доставлены в больницу. Внимание, поворот только направо. На дорогах Якутска с четырехполосным движением начаты работы по нанесению двойной сплошной разметки. Сегодня экзамен по русскому языку. Как в Алдане сдавали ЕГЭ, в репортаже наших корреспондентов. Ремонт дорог в Нерюнгринском районе и другие новости в дайджесте Сапкора в районе. Поселки Зырянка и Верхнеколымск освобождены от воды. Как сообщает МЧС, за сутки там очистились последние территории. И теперь в населенных пунктах затопленных дворов нет. Однако в Зырянке в воде остается взлетно-посадочная полоса. Это явление происходит ежегодно, так как территория аэропорта расположена ниже пойменной части реки. Всего в Колымской группе районов остаются затопленными 3 населенных пункта. Села Среднеколымский, Налимск Среднеколымского района, а также село Походск Нижнеколымского района. В воде 77 дворовых территорий. Второй день Айсен Николаев работает в Колымской группе районов. Сегодня он встретился с главой, руководителями и представителями общественности Нижнеколымского района. Жители получили ответы на вопросы о паводковой обстановке и дальнейших перспективах развития района. В частности, нижнеколымчане интересовала ситуация с вылетом пассажиров из аэропорта Черский, который в настоящее время закрыт для самолетов Ан-24. Далее была затронута тема строительства собственной электростанции в Черском, поддержки оленеводческой отрасли района, строительства круглогодичной дороги на Чукотку. Также был поднят вопрос работы Арктического колледжа народов Севера. Федеральные власти окажут помощь пострадавшей от паводка Якутии. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента страны на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Цитата. «Я попросил министра по чрезвычайным ситуациям подготовить сверку расчетов с республикой. После этого правительство будет принимать решения. Как это всегда бывает в таких ситуациях, когда признается ЧС федерального масштаба, мы помогаем», сказал Трутнев журналистам на медиасаммите, который проходит во Владивостоке. Напомним, с 14 мая в республике из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. Пострадало множество населенных пунктов. В Ленске полицейские выясняют причины крупного ДТП, где погиб ребенок и еще двое пострадали. Авария произошла сегодня на 14-м километре трассы Ленск-Мирный. На видеозаписи с телефона одного из подростков видно, что они катались сами, без участия взрослых. По предварительным данным, один из них без спроса взял автомобиль у своих родителей. Машина перевернулась, один из мальчиков погиб до приезда скорой помощи, двое в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Сегодня в районе 5 часов утра несовершеннолетний водитель, управляя транспортным средством Suzuki Escudo на 4-м километре автодороги Ленск-Мирный, не справился с управлением, допустил неуправляемый занос транспортного средства, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП один несовершеннолетний участник погиб на месте. Двое несовершеннолетних участников ДТП госпитализированы в Ленскую ЦРБ, находятся в хирургическом отделении под наблюдением врачей. Состояние опьянения не установлено, взято образцы крови. Штрафы за нарушение правил дорожного движения с 1 января 2019 года пойдут на дороги регионального и местного значения, а именно на освещение, установку барьерных ограждений, светофоров и видеокамер, оборудование пешеходных переходов. Подписанные президентом поправки в бюджетный кодекс обязывают региональные власти направлять все собранные штрафы только в региональные дорожные фонды. Сейчас штрафы с водителей и пешеходов власти субъектов могут использовать на другие цели. Речь идет о довольно внушительных суммах. Ежегодно в стране штрафов оплачивается примерно на 60 миллиардов рублей.
Между тем, в Якутске на дорогах с четырехполосным движением начаты работы по нанесению двойной сплошной разметки. Об этом сообщает управление ГИБДД. Водители при выезде с прилегающей территории на четырехполосную дорогу будут выезжать только с правым поворотом. Выезды с левым поворотом на таких дорогах, соответственно, будут запрещены, говорится в сообщении. В инспекции подчеркнули, что меры приняты в связи с высокой аварийностью на таких дорогах. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на сегодняшнем заседании правительства страны выразил надежду, что введение нулевой ставки НДС на внутренние воздушные перевозки в регионы Дальнего Востока позволит снизить стоимость авиабилетов. Цитата по Интерфаксу. «Мы обнуляем ставку НДС на внутренние воздушные перевозки пассажиров и багажа на территории Дальневосточного федерального округа. В настоящее время на этих направлениях действует 10% ставка, но по понятным причинам авиация на Дальнем Востоке зачастую является единственным видом транспорта. Поэтому так важно, чтобы здесь развивалась транспортная инфраструктура, чтобы авиасообщение между дальневосточными городами было бесперебойным, а цены на региональные рейсы доступны для тех, кто там живет. Рассчитываем, что введение льготного режима позволит это сделать», — заявил Медведев. У территории опережающего развития Южной Якутии появился новый резидент предприятия «Нитро Сибирь-Якутия». Оно зарегистрировано на территории Нерюнгринского района, а количество вновь создаваемых рабочих мест будет равняться 60. С подробностями Тамара Игнатьева. Филиал компании «Нитро Сибирь» работает в республике уже 10-й год. Заказчиками услуг по взрывной подготовке горной массы в Нерюнгринском районе являются такие угледобывающие предприятия, как «Колмар», «Юж-Якут-Уголь», «Долгучан». Новый резидент ТОР «Южная Якутия» планирует инвестировать сумму в размере 340 миллионов рублей с расчетом на 2 года. Из них 240 заемные, остальное собственные средства. Планирует предприятие заниматься производством взрывов и производством взрывчатых веществ на территории Нерюнгринского, Алданского, Алекминского района в будущем, когда Алданский район и Алекминский район присоединятся к ТОРу Южная Якутия, и территориально ТОР Южная Якутия будет охватывать 3 муниципальных образования. Расположено данное предприятие в 3 километрах от поселка Чульман. В 2015 году завершен первый этап строительства комплекса по производству промышленных взрывчатых веществ и введена в эксплуатацию основная технологическая линия по изготовлению компонентов эмульсионного взрывчатого вещества «Сибирит-1200». На сегодняшний день на балансе предприятия числятся 6 единиц смесительно-зарядных машин для производства «Сибирита-1200» и 2 единицы доставочного оборудования. Производственная мощность технологической линии составляет 25 тысяч тонн эмульсионных взрывчатых веществ в год с возможностью наращивания объема производства. Основной концепцией безопасности производства и применения сибирита является сам процесс превращения невзрывчатых компонентов во взрывчатое вещество, так как он происходит непосредственно при заряжении в скважину. Низкое содержание токсичных веществ, применяемых при производстве данного вещества, а также выбрасываемых в атмосферу в результате взрыва, существенно снижает вредное воздействие взрывных работ на окружающую среду. В третьем квартале 2018 года мы планируем завершить второй этап строительства комплекса, в который войдут цех по производству патронированных эмульсионных взрывчатых веществ. Такого рода расширение номенклатуры производимой продукции позволит устранить риски зависимости от поставок взрывчатых материалов первого класса из Центральной России, а также значительно сократит расходы, связанные с доставкой ЖД-транспорта. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Навигация в республике Саха-Якутия набирает обороты. Под причальную стенку Ленского речного порта ежедневно прибывают суда с различным грузом. Предприятие готово их встретить во всеоружии. Тему продолжит Сергей Евсюков. Изо дня в день, круглыми сутками, в зависимости от прибытия судов, идет слаженная работа по выгрузке товарно-материальных ценностей. Как правило, это большей частью технический груз – контейнеры, цемент, колесная и гусеничная техника, а также трубная продукция и многое другое. Мы рассчитаны на работу по штату на 4 портальных крана плюс плавкран. Но тем не менее, вот, исходя из этого, у нас, скажем, пропускная способность навигационная под наш штат – это порядка 500 тысяч тонн. Мы можем спокойно перерабатывать.
Это с учетом планового и равномерного подхода флота. Вообще, организация труда на предприятии – отдельный вопрос, которым занимаются специалисты диспетчерской службы. Процесс идет согласно Кодексу водного транспорта. А заказчик за не менее чем за 24 часа, значит, за следующие сутки предоставляет подход судна с разложением номенклатуры груза. Соответственно, отрабатывает, значит, со смежниками, это, значит, Ленское отделение МТС, со складами, с автобазами. То есть отрабатывается вопрос, в каком количестве предоставить технику, где и чем ее разгрузить на базах смежных предприятий. Это, так сказать, незаметная работа ИТР, а видимая глазу – прибытие автомобилей, действия крановщиков и стропольщиков. Начиная от картонной коробки, заканчивая БелАЗами, крупногабаритными грузами. Делаем все. Слаженной работе бригады стропольщиков помогает коллективная взаимовыручка. Вновь прибывшие на предприятие сотрудники находятся под постоянным контролем мастеров и более опытных товарищей. Там подсказывают мастера, там всякие ребята, там, которые уже работали на предприятии. И вот помогают, как бы, подцеплять, показывают парашютки, какие надо цеплять. В общем, стандартная работа, как, наверное, и в любом другом коллективе, выполняющем свои обязательства. Именно такой подход к организации труда, взаимопомощь и командная составляющая и есть тот главный критерий успешной деятельности порта. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. И новость, которая приходит с пометкой «Срочно». Инспектор охраны природы по Ленскому району проводит проверку по возможной аварии на Талаканском месторождении в Ленском районе Якутии. Отметим, что по социальным сетям распространяется видео, где говорится о разливе нефти на нефтеперекачивающей станции номер 10. При службе Транснефти нам сообщили, что магистральные нефтепроводы работают в штатном режиме. Однако в видео запечатленная нефтеперекачивающая станция. Информация уточняется у Сургутнефтегаза. Наш телеканал будет следить за развитием данной ситуации. Француз отправился в заплыв через океан. 51-летний спортсмен Бенуа Лекомт отправился в заплыв через Тихий океан. По его расчетам, путешествие займет около полугода. С подробностями Артем Сторонов. 9000 километров через Тихий океан. Во вторник француз Бенуа Лекомт отправился в уникальный заплыв из японского города Тёси в Сан-Франциско. Путешествие, по его расчетам, должно занять около полугода. 51-летний спортсмен намерен проплывать по 8 часов в день. Есть и спать он будет на лодке команды сопровождения. Помощники Лекомта будут запоминать GPS-координаты места, где он вылезает из воды, и возвращать его туда на следующий день. Во время заплыва команда будет также заниматься сбором медицинских и океанографических данных для 27 различных организаций. В частности, они будут исследовать засорение океана частицами микропластика. В 1998 году Лекомт за 73 дня переплыл Атлантику. Однако представители книги Гиннесса не засчитали это достижение, поскольку часть пути он фактически находился на лодке. 500 литров крови в год. Мирнинская центральная районная больница присоединилась к акции, приуроченной к Международному дню донора. Как проходит декада донора, репортаж нашего СОБКОРа в Мирном Евгения Тайтонова. Присоединиться к республиканской декаде безвозмездного донорства решили многие мирнинцы. Перед сдачей крови горожане заполняют анкету. Проходит медицинский осмотр, где им измеряют давление и определяют уровень гемоглобина. При успешном прохождении медицинского обследования потенциального донора направляют в операционный зал. Доза у нас, как и у всех, стабильная. 470 мл цельной крови донор сдает. Если кровь донорская, пройдя медицинское обследование, проходит медицинский стандарт, то она пригодна в дальнейшем уже для лечебных целей. Она передается в лечебное учреждение Мирнинского района и по требованию врачей-трансфузиологов. И люди, нуждающиеся в переливании крови, получают ценные компоненты крови. Это эритроциты, плазму и тромбоциты. Служба крови в Мирном работает вот уже на протяжении полувека. За это время донорами стали десятки тысяч человек. В настоящий момент в районе 77 почетных доноров России и Советского Союза, 656 кадровых доноров. Это те, кто сдает кровь более 3 раз в год. Самый первый случай сдачи крови был
связан с работой. Значит, я работник пожарной охраны. Мы работаем посменно в караулах. Вот. Ну и был случай, что к нам приехали, обратились за помощью, что вот срочно человеку понадобилась кровь. Мы в составе караула приехали, ребята все сдали кровь, и тем самым кому-то, наверное, очень сильно помогли. Также с каждым годом увеличивается количество первичных доноров. Их в этом году уже 118 человек. Мы очень рады, что у нас с 2008 года резко, кардинально перешел перелом по донорам. У нас сейчас 40% составляют люди от 88 и младше возраста. Это основной наш костяк. И ежегодно те первичные доноры, как к нам приходят, это молодежь. Мы работаем, вот МРТК у нас, ЮГУ, школьники к нам приходят, как бы наши потенциальные доноры на экскурсии. Молодежь сейчас ведь на самом деле ведет здоровый образ жизни. Декада донора продлится до 15 июня. Любой здоровый человек, не имеющий противопоказаний, может подойти в службу крови Мирного по адресу Аюнского, 8 и стать донором. Евгений Тайтонов, Марьяна Кутукова, Мирный. Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Якутяне смогут принять участие в съемках сцены эссе фильма «Тыгын-Дархан». Организаторы планируют привлечь 3000 статистов. Сегодня экзамен по русскому языку. Как в Алдане сдавали ЕГЭ в репортаже наших корреспондентов. Ремонт дорог в Нерюнгринском районе и другие новости в дайджесте новостей Совкора в районе. Сегодня с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз» с космическим кораблем. На его борту находится экипаж из 3 человек. Ракета-носитель стартовала с площадки номер 1, откуда в свой первый полет отправился космонавт Юрий Гагарин. Предполагается, что корабль причалит к МКС через 2 суток. Это связано с баллистическими условиями. В состав экспедиции входят россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александр Герст и американка Серена Уаньон. Во время пребывания на МКС участники полета выполнят серию медицинских и орнитологических экспериментов и даже сыграют дружеский футбольный матч в день финала чемпионата мира. Космонавты проведут на МКС 187 суток. Зрители нашего телеканала могли в прямом эфире наблюдать за запуском с Байконура. В Якутске у Русского драматического театра имени Пушкина состоялось празднование Дня русского языка. В рамках мероприятия собравшиеся возложили цветы к памятнику поэта. Артисты театра, дипломанты, лауреаты республиканских конкурсов чтецов, воспитанники дошкольных учреждений стали участниками праздничного концерта. Его провели прямо на ступеньках театра. Проректору по научной работе Якутской духовной семинарии вручили премию главы республики в области сохранения, изучения и развития родных языков за вклад в изучение и развитие русского языка. Мне сложно сказать, почему меня так высоко оценили. Я, конечно, польщена очень. Это высокая очень оценка. Я думаю, это связано с тем, что, во-первых, я действительно считаю очень важным рассказывать о нашей земле. Это очень важно. И я считаю, что это очень важно рассказывать таким языком, чтобы люди захотели сюда попасть в нашу волшебную землю, увидеть наших волшебных людей, услышать замечательную речь. И для меня всегда было важно, чтобы это носилось на хорошем русском языке. А тем временем в день рождения великого поэта выпускники по всей России сдают единый государственный экзамен по русскому языку. ЕГЭ является обязательным. В этом году он совпал еще и с Днем русского языка. Праздник отмечается в стране ежегодно 6 июня. С выпускниками встретилась наш корреспондент Лана Ильина. За 3,5 часа школьникам нужно выполнить 26 заданий, в том числе написать сочинение. 7874 выпускника сегодня сдают обязательный экзамен по русскому языку в 228 пунктах проведения экзаменов в нашей республике. Надо сказать, что русский язык является обязательным предметом для сдачи.
В городской классической гимназии подготовлено 12 аудиторий для сдачи экзамена. Сегодня здесь сдают ЕГЭ 171 ученик. При входе ребят проверяют металлоискателем на наличие телефона. В аудиториях включены видеокамеры. В каждом помещении находится организатор и общественный наблюдатель. В аудиторию можно пронести ручки гелевые, обязательно с собой паспорт. Ребенок может взять с собой воду и что-нибудь в виде шоколадки. Но, естественно, что все это должно быть без оберток, без наклеек. Все должно быть прозрачно, чтобы было видно, что там ребенок не пронес что-то запретное. Выпускники уже сдали математику, которая тоже является обязательным предметом. И несмотря на некоторое волнение, настрой у всех боевой. Георгий, выпускник 26-й школы, уже решил, что станет филологом, и для этого ему нужен высокий балл. С 10 класса готовился, типа с мамой. Мать моя, она то есть преподаватель, она кандидат наук, типа, по русскому. Думаю, что я напишу хорошо. Проходной балл по русскому языку – 36 баллов. Это необходимый минимум, который должен освоить за 11 лет учебы в школе каждый ученик. Лана Ильина, Анастасия Кобызева, Семен Семенов, Якутск. А в Алданском районе в аудитории сдавать экзамен по русскому языку зашли почти 300 человек. Подробности в материале Татьяны Вахниной. Экзамены продолжаются. В понедельник единым госэкзаменом силы измерили 25 химиков и 42 историка. В субботу 20 человек покажут знания английского языка. А сегодня 11-классники сдавали основной предмет – русский язык. Дети набирают, такое, я бы сказала, большое количество баллов. То, допустим, средний балл где-то примерно 60 и более. То есть это очень хорошо. Очень редко бывает, чтобы дети не сдавали русский язык. В Алданском районе знания великого и могучего показали 270 выпускников. В том, что экзамен пришелся на день рождения Александра Сергеевича Пушкина, многие усмотрели добрый знак. Сдал уже пару экзаменов, математика, профиль, база. Осталось русский, английский и еще физика. Сегодня сдаем русский. Настроение боевое. Сейчас растащим, все хорошо будет. Я думаю, все мы сдадим ЕГЭ, потому что мы все же в школе учились как-никак. В Алданском районе 11 экзаменационных пунктов. В стенах вечерней школы ЕГЭ по русскому языку сдавали 44 человека. Это учащиеся самой школы и выпускники прежних лет, а также студенты, поступившие в СУЗы после 9 класса. В 9 утра в холле только 2 человека. Большинство сдающих, очевидно, решили не тратить время на ожидание и появиться ближе к началу экзамена. Сдаю экзамен уже 2-й раз по русскому языку. В 9 классе еще сдавала. Русский язык люблю, но больше всего люблю математику. Куда более многолюдно в школе номер 1, которая также является экзаменационным пунктом. Регистрация пройдена, телефоны и гаджеты сданы, в аудитории пропускают по одному через металлоискатель. В первой школе ЕГЭ сдают выпускники школ города и близлежащих поселков. В этом году я сдавала экзамены, у меня остался последний биология 18 числа. Настроение хорошее, думаю, я сдам. Результаты по русскому языку выпускники узнают через 10 дней. Основной период сдачи ЕГЭ завершается. В 3-й декаде июня будут объявлены резервные дни. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Якутяне смогут принять участие в съемках сцены эссе фильма «Тагентархан». В Министерстве культуры и духовного развития планируют привлечь 3000 статистов. Кинокартина рассказывает о непростом периоде в судьбе легендарного родоначальника хангаласского рода Тагентархана. Отметим, фильм снимается на якутском языке, будет продублирован на русский язык и получит титры на английском и китайском языках. Планируется, что Тагентархан увидит свет уже в следующем году. И далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест новостей из Ниренгринского района. Я слово передаю своему коллеге Сергею Козюра. Добрый вечер, Якутск! Сегодня в России отмечается День Пушкина. В день рождения великого поэта и в День русского языка Ниренгринская центральная городская библиотека открыла свои двери для всех желающих окунуться в мир поэзии. Побывали там и наши коллеги. Главным содержанием праздника поэзии стало, конечно же, звучащее слово. Было чтение пушкинских стихов гостями, желающих донести до публики свои любимые произведения. Мороз и солнце, день чудесный, ты еще дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взоры навстречу северной авроры.
звездою с севера явись. Сегодня наша съемочная группа встретилась с новым резидентом ТОР Южная Якутия, предприятие «Нитросибирь-Якутия», которое зарегистрировалось на территории Ниренгринского района. Количество вновь создаваемых рабочих мест будет равняться 60. Филиал компании «Нитросибирь» работает в республике уже 10-й год. Заказчиками услуг по взрывной подготовке горной массы в Ниренгринском районе являются такие угледобывающие предприятия, как «Колмар», «Юж-Якут-Уголь», «Долгучан». Новый резидент ТОР Южная Якутия планирует инвестировать сумму в размере 340 миллионов рублей с расчетом на 2 года. Из них 240 заемные, остальное собственные средства. Планирует предприятие заниматься производством взрывов и производством взрывчатых веществ на территории Ниренгринского, Алданского, Алекминского района в будущем, когда Алданский район и Алекминский район присоединятся к ТОРу Южная Якутия, и территориально ТОР Южная Якутия будет охватывать 3 муниципальных образования. В данное время идет ремонт дорожного полотна от Нерингри до поселка Беркакит. В прошлом году ремонт на этом участке уже производился, но по прошествию нескольких месяцев были выявлены серьезные дефекты. В этом году предприятие ОАО «Дорожник» в соответствии с контрактом и результатами обследования данного участка дороги устранит все недочеты за свой счет. Вопросы качества проводимых реконструкций находятся на личном контроле главы района. С 10 июня в Улусах нашей республики начинается традиционное празднование, олицетворяющее начало лета и пробуждение природы. В день летнего солнцестояния Ниренгринский район 12 июня ежегодно отмечает сразу 2 события – День России и самый главный праздник в Якутии – Исаак. В данный момент подготовка к празднованию идет полным ходом. Уборка территории. Уже была проведена противоклещевая обработка. В этом году традиционно Ниренгринский район у нас первый в республике открывает национальный праздник Исаак. Также планируется у нас открытие в этом году именно приезд гостей из Верхнеугульского улуса, то есть в том числе официальные делегации, представители культуры Верхнеугульского улуса проведут обряд открытия. Вот, а непосредственно наши жители района будут участвовать в театрализации, где будет показан один из эпосов Аланху. Будьте в курсе всех новостей Южной Якутии вместе с нами на телеканале Якутия-24. До свидания и всего хорошего.